Сосногорские активисты провели благотворительный онлайн-концерт в поддержку ухтинского собачьего приюта «Хочу домой». Создание подобных домов для братьев наших меньших, где они смогут жить под присмотром, а не бродяжничать – единственный способ решить проблему с бездомными псами. Поводом для акции стало недавнее происшествие в Ухте, где стая бездомных собак напала на женщину и мужчину. Горожанка погибла, а мужчина серьезно пострадал. И пока городские власти на законодательном уровне пытаются найти способы решить проблему с бездомными домашними животными, сосногорцы пробуют действовать другими методами. Услышали, конечно, узнали об этой ужасной истории в Ухте, в РМЗ, и не смогли остаться в стороне. Пока принимаются законы и решаются, нужно что-то с этим делать, нужно помогать тем людям, благодаря которым на улицах бегает меньше бездомных животных. В перерывах между музыкальными композициями выступают и эксперты. Татьяна Уласик, к примеру, сертифицированный специалист по коррекции поведения животных и жительница Сосногорска. Она замечает, в ее родном городе, как и в соседней Ухте, количество бездомных собачьих стай увеличилось до угрожающих масштабов. А волонтер приюта «Хочу домой» Евгения Лучина отметила, что сами владельцы собак могут поспособствовать решению наболевшей проблемы. Важно соблюдать простые правила, и пусть это не самый оперативный, но реально работающий метод. Основное – это стерилизация домашних питомцев, то есть если питомец не представляет собой племенную ценность ни для выставок, ни для разведения, то, естественно, стерилизация решает большинство проблем. Это будет отсутствие нежелательных питомцев, которые, в принципе, подбрасывают приют, и отсутствие самовыгула. Это две основные причины. И, конечно, еще третья есть – забота о своих домашних питомцах, то есть при переезде, при смерти хозяев, чтобы каким-то образом, может быть, родственники забирали. Приют «Хочу домой» готов даже оказывать помощь в бесплатной стерилизации, собирая с миру по нитке. Как и большинство других подобных организаций, он существует благодаря пожертвованиям. В настоящее время волонтеры содержат 124 собаки. Цифра растет, а потому нужна помощь.